Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Знаете, мы с Еленой Карамид, сидя за этим столом в этой студии, беседовали, обменивались мнениями о тех событиях, которые происходили в автономии на протяжении последней недели, 10 дней. Нашу дискуссию остановил режиссер нашего проекта и сказал: а не хотите ли вы включить камеры, чтобы эта дискуссия была открыта и доступна для тех зрителей, которые сейчас смотрят YouTube-канал Гагауз Медиа. В общем-то, мы поддержали эту идею, друзья, и сегодня в этой студии Елена Карамид и Екатерина Жекова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Кристина Федоровна, предлагаю продолжить наше обсуждение темы 27 апреля. О событиях, или можно сказать, об отсутствии событий 27 апреля. Это день гагаузского языка и гагаузской письменности, и в автономии, которая в последние годы и при Гуцул, и при нынешнем, предыдущем Башкане Влах жила одними мероприятиями, было почему-то очень тихо. То есть никаких концертов, никаких мероприятий, никаких особых праздничных мероприятий в этот день в Гагаузе не наблюдалось. И меня, например, наверное, дата не претендовала на это, по мнению. Но 27 апреля, наверное, на мой взгляд, это одна из самых важных дат для Гагаузии, как и 23 декабря. Потому что это автономия создана 23 апреля 1994 года, важная дата, а другая дата — это День гагаузского языка. А гагаузский язык — это основа, одна из важных основ нашего народа, гагаузского народа, которая позволила нам иметь сегодня автономию. Да, безусловно. Я понимаю, почему вы хотите о языке, и, в общем-то, хочу об этом сказать и зрителям нашим. Друзья, Елена Карамид — педагог почти с 30-летним стажем, и все эти годы она работает в сельской школе в селе Авдарма, преподает гагаузский язык, и, в общем-то, очень активно продвигает гагаузский язык, и даже тогда, когда мы были депутатами 6-го созыва Народного собрания Гагаузии, Елена Федоровна вместе с Михаилом Николаевичем и со мной, да, мы были авторами закона о языке. Я всегда, Елена Федоровна, чувствую, как вы трепетно реагируете на то, что происходит вокруг языка гагаузского, и это нельзя не поддерживать. Абсолютно согласна, что если не гагаузский язык, то как? На чем будет держаться это? Ну, вы знаете, Кристина Федоровна, меня даже задело это не как преподавателя гагаузского языка. Дело в том, что меня заинтересовала больше реакция властей, то есть отсутствие реакции властей на такое событие. Меня, конечно же, сейчас здесь остановят, возможно, учителя гагаузского языка и литературы, может быть, начальник Главного управления образования, который скажет о том, что мы проводили столько мероприятий и диктант, в котором могли принять участие все желающие. Но я говорю совсем о другом. Я говорю о позиции тех людей, которые находятся у власти сегодня в Народном собрании Гагаузии, в исполкоме. Они являются гарантами исполнения тех законов нашей автономии, в которых заложена главная мысль, что автономия создавалась для того, чтобы развивать гагаузский язык, расширять сферу его применения и всего того, что относится к нам, как гагаузам. Культура, наша самобытность. Поэтому меня этот момент немножечко смутил, и я захотела об этом поговорить. Гагаузия как раз для власти уже давно стало понятно, что меньше всего язык, больше всего звучание гагаузская автономия политическая, да? Поэтому, наверное, я не поняла, а вы ждали, что на этот день вы ожидали какого-то такого красивого мероприятия, такого же массового, как делаются на какие-то другие, скажем, наши национальные праздники, или как? Что вы имели в виду? То есть я хотела внимания к этому празднику, а это внимание я не увидела. Вот в тот день, 27 апреля, внимания к этому празднику со стороны властей я не заметила. Мы очень часто, вот именно те люди, которые сегодня, в 27 апреля молчали, говорят о том, что Кишинев виноват в том, что мы теряем наши полномочия. Я где-то с этим согласна, где-то нет, но позиция гагаузскому языку как раз-таки это то, что можем делать мы сами для того, чтобы укреплять себя как народ, который может претендовать и на развитие автономии. Если нет языка,
завтра не будет и автономии, и в этом виноваты будут не Кишинев, будем мы. Но если признать это, то надо перетягивать вину и на себя. А наши политики в автономии давно приняли такую вот позицию, что виноват кто-то там, в Кишиневе, но не здесь мы. И поэтому меня возмутило это отношение к этому празднику в этом году. Хорошо, если 30 лет подряд Народное собрание Гагаузии не говорит на гагаузском языке на своих заседаниях, а после принятия закона о расширении сферы применения гагаузского языка уже было заложено несколько таких вот, надо сказать, серьезных оснований для того, чтобы и финансирование получить для развития языка в той или иной сфере. И депутаты должны были бы заговорить на гагаузском языке точно так же, как и члены исполнительного комитета, потому что есть такое требование в этом законе. Если депутаты не говорят, если они не выполняют собственный закон, принятый самим Народным собранием Гагаузии в отношении языка, это о многом говорит. Это говорит о том, что я в последнее время замечаю, что какие бы события ни происходили, некоторые политики у нас в Гагаузии говорят о том, что автономию хотят свести к культурной. То есть, а мы хотим заниматься и политической, и экономической составляющей. Ну да, это правильно, но мне кажется, что вопросы политические затмили ту основу, на которой зиждется наша автономия. Ну, в общем-то, давайте поговорим чуть, может быть, о том, как реализовывается закон о расширении сферы применения гагаузского языка, на ваш взгляд. Ну, я считаю, что закон о расширении сферы применения гагаузского языка, как говорил один из наших коллег, у нас где-то есть цитата Михаила Николаевича. Можем тогда... Да, давайте мы ее зачитаем. Она да? очень хорошо. То есть Михаил Николаевич был одним из наших авторов этого закона. И его оценка, которая прозвучала в декабре на одном из заседаний Народного собрания Гагаузии, когда рассматривался бюджет на 2025 год, вот он сказал следующее. Про цитату, и тут же отметим, что Михаил Николаевич Железогло один из немногих депутатов Народного собрания Гагаузии, который на заседаниях очень часто говорит на гагаузском языке. Михаил Николаевич Железогло сказал: закон о расширении сферы применения гагаузского языка выполняется больше в части использования денег из фонда, нежели в направлении реального расширения сферы использования гагаузского языка. Нельзя не согласиться. Обоснуйте. Нельзя не согласиться, потому что сфера применения гагаузского языка, беру два института власти, исполнительный комитет и Народное собрание Гагаузии. Что изменилось за это время с момента принятия этого закона? Не говорили на гагаузском языке, не проводили свои заседания на гагаузском языке, большинство мероприятий проводили на русском языке. Эту картину мы видим и сегодня. Я даже и не слышу о тех курсах, которые должны были организовываться для членов исполнительного комитета, для депутатов Народного собрания, не знающих гагаузский язык. Но научно-исследовательский центр организовывает курсы гагаузского языка и проводит. Другое дело, что ходят ли туда депутаты и члены исполкома. За это в ответе не научно-исследовательский центр, но кто же должен контролировать закон, принятый Народным собранием Гагаузии? То есть смотрите, какая ситуация. Депутаты приняли закон в 2018 году, который обязывал депутатов Народного собрания Гагаузии и всех членов исполнительного комитета на протяжении 3 лет изучать язык и обязательно его знать для того, чтобы работать в качестве члена исполнительного комитета, либо депутата. Мало того, что не исполняется эта статья закона, не говорят на гагаузском языке, можно сказать, что некоторые депутаты все-таки на заседаниях, повторюсь, пытаются говорить на гагаузском языке, но мы не видели ни одного заседания хотя бы на 50% на гагаузском языке. Тогда они сами не могут контролировать законы, которые они... прекрасно помним, как принимали мы этот закон. Вы помните, какое неприятие этого закона было со стороны Ирины Влах, экс-башкана Гагаузии, Алисы Танасоглы, которая отвечает за вопросы языка, культуры, образования, отвечала за вопросы эти, со стороны начальника управления образования Гагаузии. Это было такое неприятие, потому что люди и не хотели этим заниматься. Да, автономия нужна, потому что сегодня они имеют должности, они имеют кабинеты, они имеют хорошую заработную плату. А автономия нужна, но вкладывать себя в развитие гагаузского языка, видеть эту проблему, говорить о том, что эта проблема есть, они не хотели. Тогда что? Что мы хотим в этой автономии? Если у нас есть закон, то есть до 2018 года не было закона, с 2018 года появился закон, который теперь выполняется, как говорит Михаил Николаевич, только больше в части использования денег из фонда.
И даже эти деньги, мне кажется, используются нерационально. На том же заседании Народного собрания Гагаузии глава НИЦ говорит о том, что 100 тысяч лев выделено научно-исследовательскому центру для того, чтобы осуществлять переводы каких-то законодательных актов на гагаузский язык. И вот в течение всего 2024 года всего 5 обращений было в научно-исследовательский центр. Так как я не увидела ни одного закона на гагаузском языке, предполагаю, что это были просто обращения перевести какую-то речь или какое-то поздравление к какому-то празднику. И это все. То есть, да, но если говорить о использовании денег из фонда, то я помню несколько лет назад личная беседа с директором научного центра, которая говорила, что я узнавала, как же закон, помог ли закон в работе научно-исследовательского центра. Она сказала, да, если мы раньше получали из бюджета 200-250 тысяч лев на издание книг, то сейчас мы получаем больше 1 миллиона. И в то же время я видела книгу на английском языке, который издал наш научно-исследовательский центр. И кто читает это? За счет фонда по расширению сферы применения гагаузского языка, спасения гагаузского языка. Наверное, да. И это 1000 экземпляров. И кто читает эту книгу на английском языке? И сколько издается книг на гагаузском языке? Кто анализирует, насколько это помогает расширению сферы применения языка? Потому что мы-то говорили об устной речи, правильно? Да, ну, вы знаете, если мы говорим о научно-исследовательском центре Гагаузии, совсем буквально недавно произошел такой случай, что мы в нашем учебном заведении, во Вдарминском лицее, мы искали информацию на гагаузском языке, и мы наткнулись на мероприятие, которое ведет Ирина Константинова, директор НИЦ. И моя коллега воскликнула, а разве она говорит на гагаузском языке, это же турецкий? То есть возникает такая ситуация, ну, неприятная, на мой взгляд, когда директор научно-исследовательского центра, который отвечает за все вопросы изучения, расширения сферы, может быть, тоже и применения гагаузского языка, за развитие гагаузского языка, за изучение истории, культуры, продвижения, да, она говорит на турецком языке. Но кто-то скажет о том, что ну, это не турецкий язык, вернее, гагаузский разве тоже не турецкий язык? Я хочу сказать, что нет, потому что если бы можно было поставить равно между гагаузским языком и турецким языком, нас сегодня как народа Гагауза не было бы, у нас автономии сегодня тоже бы не было. Гагаузский язык был бы диалектом турецкого языка, и мы сегодня автономии, так же как и болгары, вот такой вот автономии не имели бы здесь на территории Гагаузии, Молдовы. Поэтому... То есть вы считаете, что то, что директор научно-исследовательского центра говорит не на гагаузском языке? Я считаю, что это как минус. То, что власть не говорит на гагаузском языке, это принижает, может быть, вообще имидж и статус всей Гагаузии, но нет языка в жизни политиков. За все эти 30 лет существования автономии гагаузский язык как был третьим, вот в списке русский язык, румынский язык, гагаузский язык, он так третьим и остался. То есть он не то, что не стал первым языком на территории нашей автономии, он даже не стал вровень с 2 другими языками, которые являются официальными на территории нашей автономии. Вопрос, а что мы хотим? Вот если у нас есть такая власть, которая за все 30 лет не сделала основной акцент на расширении сферы применения гагаузского языка, что нам? Требовать от Кишинева? Что нам требует? Мне кажется, что власти должны пересмотреть свое отношение к гагаузскому языку. Если они это не сделают, именно они будут виноваты в том, что когда-то мы придем к тому, что гагаузов как нации не останется, и тогда возникнет законный резонный вопрос, а зачем вам автономия? Ну, его уже задают этот законный резонный вопрос. И вы знаете, самое страшное, к чему приводит то, что люди, находящиеся у власти, не говорят на гагаузском языке. Почему? Опять же, возвращаясь к тому же заседанию Народного собрания Гагаузии, которое прошло в декабре в преддверии 30-й годовщины образования нашей автономии. Депутат Народного собрания Гагаузии от села Кангас, директор одного из учебных заведений этого самого крупного сельского населенного пункта автономии, говорит о том, что родители приходят к ней с претензией, они не хотят, чтобы их дети изучали в школе гагаузский язык. То есть получается, что и реакции на это у председателя Народного собрания, у его заместителей нет. Но если какую реакцию вы ожидаете? Но если мы сделаем параллели такие, в 60-е годы прошлого столетия гагаузский язык вышел из программ, он был языком обучения, но он вышел полностью из программ, потому что появились тоже подобного рода заявления от родителей.
И вот эта ситуация меня лично пугает. Я не знаю, как на нее реагируют люди, которые находятся сегодня у руля. А что если, автономии. допустим, что та депутат, которая об этом говорила, она говорит ну, на основании тех, наверное, обращений родителей, то есть да, Но многие почему родители не возникают хотят. эти? Потому что родители не видят перспектив. Вот знают гагаузский язык хорошо, не знают, ну и ладно. А представьте себе, если бы гагаузский язык на уровне автономии был бы представлен в должной мере. Но, Лена Федоровна, сейчас кажется, что у нас с вами на глазах розовые очки, и мы как будто не замечаем того, что все 30 лет, все политики абсолютно, все 30 лет использовали Гагаузию только для политического продвижения себя, если это башканы, если это депутаты. И поэтому политический аспект автономии приносил бонусы. Гагаузский язык бонусы не приносит. Ну, судя по всему, нет. Потому что если бы он приносил бы бонусы, тогда на этом языке говорили бы и башканы, и депутаты. И не потому что, да, у нас были башканы, которые говорили на языке, но мы с вами говорим глубже, и чтобы зрители нас правильно поняли. Среды звучания гагаузского языка в гагаузской автономии сегодня нет. Потому что... Простите, пожалуйста, я вас прерываю. Я просто сейчас предполагаю, какие комментарии появятся под нашим выпуском, да, под нашим обсуждением. И наверняка будут такие комментарии, что а вы сами говорите на русском языке и говорите о гагаузском. Да, ben de birazcık isteyim söylemeye hani bize eksen falan yok hiçbir de zorluk geçme Gagavuz diline. Zira bu dilde biz hep öyle kolay, hep öyle açık. Belki birazcık daha da pek bana diyen ben öyle duyarım. Kendimi daha serbest, daha bol açan ben laf ederim Gagavuzca. Yok problema. Bu dilde, bizim ana dilimizde ne zamansa zannet maliyeri çevirdi deniz tanısı oğlulan. Biz artistlar, aktörler, rejissörler, biz bu dili kullanarak tiyatro zanatını yüze çıkardık. Bugün de var tiyatrolarımız, sangları çalışırlar, yapırlar kendi işini Gagavuz dilinde. Ama Gagauziyada laf etmerseydi, tüy insanlar ki hani Gagauziya'nın davalarını, işini kurarlar, götürürler, dünyaya çıkarırlar. Onun hepsini Rus dilinde yaparsaydılar, o zaman lazım açık söylemek kendine hani Gagavuz diline yer Gagauziyada kalmıyor. Bakın, tüy insanlar kim bulunur bugün işler halk topluluğunda, kim bugün işler isbalkomda, onlar lazım olsunlar örnek. Hani onlara baktığında her bir ana düşünsün, hani ben de lazım kendi uşağımla evde laf edeyim Gagavuzca. Zira bakın Gagavuz dilini bilerken bu adam olmuş deputat, öbürü olmuş halk topluluğunun başı, Gagavuz dili vermiş ona kolaylık. Tete bunu biz lazım uyandıralım. Bizde geçer hani bak lazım o partiyalanma bu partiyalanma, lazım yanılmama, lazım doğru partiye ayırma, lazım doğru politikacılara ayırma, hani tayyüse kura çıkarasın. Ne yazık ama bu işler kökleştirirler, öldürürler ya da tasir ederler, iyisil derler. Anglafıda kullansan hepsi bana kalsa doğru olacak. Gagavuz dili arkada kalır. Ben senin söylemen bu 30 yılın içinde ne oldu? Gagavuz dili çıktı. Gagavuz dili vardı bir yerin yanında o kendini duyardı kuytuda, o aile. Orada o kendini duyardı, o kadar rahat. Zira büyükler küçüklerinden, analar babalar kendi uşaklarına laf ederler Gagavuz dilinde. Da yokken avtonomiya, yokken bizde kolaylık öğrenme şkolda Gagavuz dilini, Gagavuz dili yaşardı. Elin Fedona ben isteyim gelme o vakitlara açın Gagavuz dili yaşardı ailelerde. İşte bizde şimdi söylüyorlar lazım dönmeye geri. Bilmiyorum kim bu davayı söylemiş. Kimse geri dönemeyecek böyle yokunca olsun yaşamakta. Ama keşke olsa o vakitler açan ailede dil yaşayadı öyle. Yani varınca anadan babadan geçsin kendi uşağına. Uşak da ötedir kendi uşaklarına ama Komrat Devlet Üniversitesi'ni istediğim laf edelim. Birazcık varsa nasıl. Gene Gagavuz dilin dolayında gezelim. Гагаузча, рус дильным geçelim. Я думаю, что нам нужно перейти на русский язык не потому, что мы не можем эту тему продолжить и обсуждать с вами на гагаузском языке, а потому что у нас много зрителей, которые смотрят нас из других регионов все свои обсуждения мы с Еленой Федоровной всегда на гагаузском языке. Неважно, что мы обсуждаем, мы всегда обсуждаем на гагаузском, даже тогда, когда свои выпуски делаем на русском языке. Так вот, Комратский госуниверситет и вот этот авангард, да, в жизни гагаузской автономии, потому что там много молодежи.
и жизнь гагаузского языка, и то, как университет продвигает, развивает, и что происходит с гагаузским языком, и даже в сфере применения гагаузского языка в отношении закона. Ну, наверное, я поступила в Камрадский государственный университет после окончания Кагульского педагогического училища в 1994 году. Вы уже преподавали в это время, да, в университете? Да. Но вы, наверное, помните, и сегодня все говорят об этом, что именно в те годы Камрадский государственный университет жил гагаузским языком. Потому что был Денис Ага. Да, был Денис Николаевич, был один человек, который, являясь ректором Камрадского государственного университета, смог создать такую атмосферу приятия, не то что приятия, вхождения вот в язык, погружения в язык. Все друг с другом общались на гагаузском языке. Да, вы даже знаете, коль мы заговорили о Денисе Николаевиче Танасоглу, как называет его Константин Петрович Тавшамжи по праву, наш патриарх гагаузского языка, да, он на самом деле установил среду гагаузскую в этом университете, потому что на гагаузском языке даже какую-то часть ученого совета, заседания проводил Денис Николаевич, и было возможно для людей, которые хотят на гагаузском языке, и как-то тогда и слов хватало, и терминологических словарей тогда не было. Ну, в общем-то, все привязано, конечно, к желанию, да. Ну, а получается, что сегодня, когда мы имеем возможность изучать гагаузский язык и гагаузскую литературу широко в стенах Камрадского государственного университета, у нас нет детей, которые поступали бы на эти специальности. Мы же с вами прописали в законе статью, которая позволяет получать стипендию, которая дополнительную стипендию из фонда спасения гагаузского языка тем студентам, которые обучаются на факультете мы это делали гагаузского для того, чтобы смотивировать наших выпускников, мы хотели мотивировать эти специальности. Но получается, что сегодня очень мало детей, выпускников вузов в Гагаузии выбирают эти специальности. Мне кажется, что в прошлом году их было 6-7 человек. То есть это очень мало. Вот так мало? Да, этого очень так мало. Так о чем это говорит тогда, Лена Карина, опять же? Мне кажется, что нет единой языковой политики. Мне кажется, что вот пункт 16, вернее статья 16, пункт 1 уложения Гагаузии, в котором сказано о том, что основной функцией автономии является продвижение всего того, что делает нас гагаузами, если бы вот эта статья стала основополагающей и красной линией она бы прослеживалась, неважно, кто башкан, неважно, кто является председателем Народного собрания Гагаузии. Очень важно, Лена. Вот нам, дослушайте, пожалуйста, мою мысль. Я считаю, что они могли меняться, но вот эта основополагающая мысль красной линией должна была пройти через все эти 30 лет существования автономии. А когда должна была эта мысль появиться, зафиксироваться, и кто ее должен был бы сформулировать? Она появилась в законе, не так ли? Она там есть, но она осталась. Но возникает такое ощущение, что мы создавали автономию для того, чтобы мы здесь могли спокойно говорить на русском языке, чтобы к нам не было претензий из центра. Я думала, что вы говорите о некой сверхзадаче, не о статье закона. Я говорю о том, что вот эта статья закона должна была стать сверхзадачей. Хорошо, потому что очень многие разные обсуждения разных сфер жизни и автономии очень часто приходим к мысли, что нет вот этой национальной идеи, да? То есть я думала, что вы говорите о мысли, которая могла бы стать национальной идеей. Тогда да, действительно, кто бы не был башканом, кто бы не был депутатом. То есть вот есть самое главное, и вот это та линия, которой все должны придерживаться. Именно к этому я и сводила свои мысли. То есть можно жить без национальной идеи, достаточно взять эту статью закона, 16 статья, 1 пункт, и сделать ее. Но никто этого еще не делает. Давайте перейдем дальше, потому что хочется поговорить еще и о Хидерлейс. Да, национальный праздник. Национальный праздник, да. И у нас есть 2 национальных праздника, которые связаны с историей, культурой гагаузов. Вы хотите сказать про Касами Хидерлейс? Я хочу, про Касами, про Хидерлейс, но поскольку недавно был Хидерлейс, предлагаю чуточку поговорить, а мы с вами обменивались мнениями, может быть, какие-то мысли сейчас и для наших зрителей проговорим. Знаете, меня что удивило? В общем-то, это праздник, который уже стал своеобразным таким брендом Чедерлунги, как мне кажется. Почему? Потому что Хидерлейс собирал последние годы особенно, собирал вокруг себя очень много туристов из разных стран,
и в том числе из Молдовы, из разных сел Гагузской автономии. Люди приезжали на Хидерлес Чедрлунга, потому что знали, что это вот такой праздник, где можно, да, как всегда, попробовать национальной еды гагузской, но еще конные скачки. И на самом деле, когда я говорю о Хидерлезе, говорила до этого Хидерлеза, поговорим о недавнем Хидерлезе, всегда первые какие-то такие мысли, которые возникали в голове, которые, как мне кажется, для меня представляли вот этот бренд Хидерлез Гагаузский Чедрлунга, Константин Келиш и Каниферма. И вот вокруг этих трех столпов да, этого праздника. Да, вот всегда, многие годы, вот Хидерлез воспринимался для меня вот так, и я считала, что это вот бренд Чедрлунги и бренд... Что удивило вас в этом году? Ну, удивило, во-первых, то, что оказалось, такого не было раньше, но это случилось сейчас. 2 Хидерлеза в 2 локациях в одном городе. Ну, может быть, это и хорошо. Вот И один меня... праздник вот умножен на 2. Но давайте поговорим о том, если умножен на 2, это хорошо или плохо. Потому что первое, о чем я призадумалась, то есть сначала власти не хотели проводить Хидерлез, да, и предупредили заранее, что ящур, мы так и не поняли, это выдуманный ящур. То есть всем стало понятно, что это выдуманный ящур, потому что никаких подтверждений не было, каких-то соответствующих серьезных государственных органов. 2 локации, 2 праздника в одном городе, и власти Гагаузии на своих протестах, которые они организовывают, потому что они участвуют в них, говорят о том, что Гагаузия едина как никогда мы хотим чего-то. Чего вы хотите? Вы существующий национальный вот этот вот брендовый Хидерлез, вы разделились местные органы власти, потому что какие-то примарии свои подворья сделали на Каниферме, где организовал мероприятие исполнительный комитет. Другие пошли примары на другое мероприятие, которое было организовано муниципием Чедрлунга в парке, в городе. А меня знаете, что удивило? Я вот смотрела, да. Сейчас мы видим кадры как раз Хидерлеза, который организован исполнительным комитетом. И вот Дмитрий Константинов и главные гости здесь. Да, меня удивило то, что главные гости, на мой взгляд, этого мероприятия, судя по тому, что вокруг нее собрались и председатель Народного собрания Гагаузии, и Илья Узун, первый заместитель Башкана, и Марина Семенова, которая выполняла роль гида и демонстрировала гости Виктории Фортуна сам праздник, и те подворья, и те столы, за которыми сидели мастера. Так это было тогда культурное или политическое событие? Потому что когда мы видели кадры, только что показанные, что в центре Фортуна, в центре внимания, то тогда получается, что праздник. Но вы знаете, мне кажется, что почему было принято решение не проводить? То есть, если Евгения Гуцул не может принять участие в этом празднике, зачем вообще его проводить? Наверное, была первая мысль у исполнительного комитета, на мой взгляд. А потом, когда стали в социальных сетях говорить о том, что как можно это мероприятие не провести, Чедрлунга решила, что нет, мы все-таки этот праздник проведем сами, своими силами. Ну, увидев вот эту волну возмущения, все-таки решили, что да, мы этот праздник проведем, но мы найдем возможность, простите за это слово, пиарить тех, кого нужно. Поэтому и появился огромнейший баннер с изображением Евгении Гуцул, которая возвышалась над всеми, кто собрался на этот праздник, и появилось с другой стороны другое лицо Виктория Фортуна. Но все лица из одной оперы. То есть оба лица из одной оперы. Вы знаете, даже мои знакомые говорили о том, что даже родилась такая шутка, что в Чешмекёе не знали, Фортуна это он или она, несмотря на то, что голосовали. А вот теперь появилась возможность привести Фортуна на такой праздник, где как раз-таки люди в Гагаузии смогут увидеть, кто она такая. Несмотря на то, что, допустим, в селе Капчак, не зная ее в лицо, за нее проголосовало 1700 человек. Да, Станислав Бабогла говорила об этом в нашем выпуске. Ну так вот, получается, что, вот посмотрите, как раз эти кадры, которые сейчас представлены, то, о чем мы говорили, да? То есть для Виктории Фортуна проводит начальник главного управления образования в роли гида проводит такую вот экскурсию
знакомит. Это неплохо, что Фортуна и многие другие, любой, кто хотел, мог приехать на такое мероприятие. Но сам факт того, что это политическое мероприятие. Если мы видели значки, я не знаю, если видно, да, что у присутствующих на мероприятии вот эти значки, эмблема «Мы вместе с ГУЦУЛ», или я не знаю, что там было написано. То есть это явно политическое событие, которое устроил исполнительный комитет, возможность массово собрать людей, еще раз закрепить какие-то имена и какие-то свои То есть слоганы. финансы из бюджета Гагаузии. Эти деньги направлены на то, чтобы, с одной стороны, провести мероприятие «Национальный праздник», но этот национальный праздник плавно перетек в политическую акцию. Справедливости ради, надо сказать, мы чуточку выше говорили о гагаузском языке, а Константинов очень хорошо говорит, когда хочет, и говорил на хидерлезе, на гагаузском языке. Но говорить этого мало. Говорить этого надо мало, продвигать что... этот язык, продвигать язык во всех сферах его жизнедеятельности, иначе все остальное пустое. Ну, я вот в начале, когда перешли к теме хидерлез, я говорила о том, что мне показалось, что вот эта разъединенность, разобщенность, которая есть в гагаузском обществе, она через хидерлез, вот такой хидерлез, как был организован в этом году, 2 локации, еще больше разъединила гагаузское общество. Потому что, повторюсь, часть примаров была в Чедерлунге, в парке, и мы видели, что, опять же, мы не видели никаких представителей каких-нибудь международных организаций на том мероприятии, где собрался исполком, а вот парк в городе Чедерлунга был под это мероприятие отдан, и там проходили большие массовые мероприятия. Вот мы видели там и депутата парламента, я видела Ивана Кюксал, был Дарин Ричан на мероприятии. Насколько я поняла, потом из средств массовой информации Бюро межэтнических отношений оказывало поддержку проведения этого мероприятия. То есть, представляете, примарский корпус в единой Гагаузии тоже поделен. В небольшой Гагаузии, нужно сказать. Да, и о какой же такой объединенности мы говорим? То есть вы понимаете, что власть, которая сегодня в автономии ставит и артистов, и примаров, да, может быть, и многих других работников публичных органов власти, ты, если придешь туда, тебя заметят там, то ты обязательно враг, потому что ты не принял участие в нашем мероприятии. Куда мы с этим пойдем? Это очень плохо. Сколько здесь все-таки истинного желания продвигать культуру, чего больше, вернее, так сформулировал бы вопрос, продвигать культуру и традиции? Мне даже хочется сказать исполнительному комитету Гагаузии руки прочь от хидерлез. Потому что вы вот этот праздник национальный, и его превращаете в свою пиар-акцию. И мне здесь еще, знаете, о чем хочется сказать? О том, что вот эта вот кониферма, и Константин Келиш, и я работаю в музее 5 лет, у нас были часто делегации, и из соседних населенных пунктов приезжали к нам дети, приезжали из Кишинева и других регионов страны гости в наш музей, и из-за рубежа. И очень часто они говорили о том, что следующая их локация — это кониферма в Чедерлунге, потому что они знают, они слышали, каждый хотел посетить, и это было место вот своеобразным брендом Гагаузии, да, потому что это человек, который жил проблемами этой конифермы. Это человек, который является, у которого и отец, и дедушка, и прадедушка занимался тем же. И сын Константина Келиша тоже пошел по этому же пути, по этой же дорожке. Да. А вы знаете, у людей забрали. И для чего это сделали? И это сделал исполнительный комитет. Ну, смотрите, а их же это не волнует. Ой, забрали что? Забрали у целого города хидерлез, который, как всегда, был объединенным. Забрали, вы говорите, руки прочь от хидерлез. Но я бы вообще сказала, руки прочь от Гагаузии, товарищу Шору. Почему? Потому что уже столько всего наделано, неверного, очень невыгодного, очень проигрышного, очень вредного во всех смыслах для Гагаузии, вредного, что уже пора остановиться или пора людям сказать, вы знаете, где я увидела момент вот этого объединения, единения?
Я увидела в том, что, как всегда, на мероприятии Хидерлес устраивались конные скачки. А в этом году конники сказали о том, что мы не будем участвовать в этом мероприятии, если там нет Константина Келиша. И, кстати, это те, участниками этих соревнований были представители разных других районов, Когульского, Чемишлийского. И именно эти люди, узнав, что Константин Васильевич Келиш в этом году не будет представлять это мероприятие там, на территории конифермы, то есть там, где исполком проводил, они отказались принимать участие. Но это единение, знаете как, в любом случае, это пятно на таком красивом, традиционном, очень брендовом событии для Гагаузии. Сегодня утром я прочитала вот такой вот пост. Региональная галерея Гагаузии пишет о том, что картины Константина Келиша были выставлены в региональной галерее, они благодарят и пишут о том, что пусть впереди будет еще больше творческих открытий, ярких встреч и благодарных зрителей. Ну, это пожелание. Это пожелание, я понимаю, но неужели они думают о том, что у Константина Келиша будет желание или будет вдохновение? Это вдохновение он получал там, работая на этой кониферме, каждый день наблюдая за тем, как растет это потомство. Дежурное поздравление. Новое потомство лошадей. Я думаю, что, как и многих, я не родом из Чадырлунги, но я родом из Гагаузии, для которых вот все-таки эта кониферма была брендом. И исполнительный комитет сумел и здесь не помочь, а навредить. Скажите еще один такой момент. А вот насколько был, я не знаю, уместен, не говорю, потому что это неуместно совсем на таком мероприятии воздвигнуть вот такой баннер с Евгенией Гуцул. Но мы видели там, если наш режиссер может сейчас отдать нам на экран фотографии, на которых вот и баннер, и дети, и что это такое? То есть, в общем-то, такое цельное мероприятие, вот посмотрите на эту фотографию. Но о чем Кузнецов это уже говорит о том, почему появился этот баннер и так далее. Может быть, мы сможем посмотреть этот отрывок видео. Кузнецова. Да. То есть мы говорим о человеке, который является членом исполнительного комитета. Он не член, наверное, потому что он не является начальником, но он заместитель начальника управления внешних связей. Но вот я хотела спросить, вот смотрите на вот этот кадр и скажите, что это Хидерлес. То есть, когда в интернете распространились вот эти фотографии, сложно понять, что здесь Хидерлес. Здесь что-то посвященное. Посмотрите, пожалуйста, на политическому Илью Узуна. Ну вот тут и кептар, тут и то есть вот это от Хидерлеза. Это от Хидерлеза. Понятно. Но меня вот эти кадры, когда наши дети разных школ Гагаузии пришли на это мероприятие, и они становятся участниками политического события, это очень опасно. И мне кажется, те люди, которые, мы знаем, кто организовал это мероприятие, должны нести ответственность за то, чтобы не подменять понятия и не перемешивать Божий дар с яичницей. То есть мероприятие – это мероприятие, у него есть своя история, свой бренд и своя задача у Хидерлеза. Здравствуйте. Действительно, сегодня традиционно мы собрались здесь для празднования Хидерлеза. Здесь уже, наверное, несколько тысяч человек. Ожидаем еще больше людей. Совсем скоро начнется официальное открытие мероприятия. Вы видите, что здесь очень много ремесленников, очень много примарей представлены своими подворьями. Дальше нас ждет большая интересная развлекательная программа с лошадьми, серьезные интересные соревнования спортивные. Всех приглашаем. Также хочется напомнить, что, к сожалению, Евгения Александровна Гуцул сегодня не может находиться здесь, но я уверен, что она будет, и как всегда, рядом с нами. Вы видите, что действует акция «Евгения наш Баскан», Гуцул рядом с нами. Хочу передать ей, пользуясь случаем, большой-большой привет. Сегодня юбилей ее мамы. Это действительно знаковое мероприятие не только для их семьи, но и, наверное, для всей Гагаузии, потому что эта семья сделала очень много за маленький период, за 2 года башканского мандата, пока не сделала очень много для каждой гагаузской семьи. Всех с праздником, всех ждем. Кузнецов говорит о том, что мы, как всегда, здесь собираемся. Такое ощущение, что он здесь родился. Но, вы знаете, он говорил о том, что здесь идет акция «Евгения Гуцул наш Башкан». То есть это подтверждение того, о чем мы с вами говорили, что это мероприятие, в общем-то, стало политическим событием. И исполнительный комитет
использовал национальный праздник. Вложился в это мероприятие только потому, в первую очередь потому, что это политическая акция в поддержку Евгения Гуцул. Но все это проходило под лозунгом «Мы празднуем Хедерлес». Что об этих мероприятиях, как вы думаете, давайте попробуем себе представить, что думают люди, которые смотрят со стороны на Хедерлес у гагаузов? Вот такой, какой он был сейчас. Я думаю, что так же, как и мы с вами, они говорят о том, что Хедерлес перестает быть Хедерлезом, как и все то, что... Я уже говорила сегодня в нашем выпуске о том, что политическая составляющая жизни автономии, она просто перечеркнула все остальное. Мы говорили о языке чуть выше, а здесь мы можем говорить уже и о культуре, потому что это традиции гагаузского народа Хедерлес. И здесь на первый план стала политическая составляющая. К сожалению, да. Вы знаете, вот очень многие в Гагаузии говорят, да что это такое, что это от Кузнецов постоянно сопровождает то Евгению Гуцул, то теперь первого заместителя исполнительного комитета Илью Узун. Сегодня буквально увидела, коллеги из ЛАФ-МД сделали хороший материал, я хотела бы зачитать вот по поводу этого товарища Кузнецова. Он сопровождает Башкана в суд, он появляется за спиной первого зама. Он выходит микрофоном, когда исполком дает брифинг. Он не глава пресс-службы, он не председатель, он даже не член исполкома, но он всегда рядом. И тут возникает вопрос, а зачем? Какая функция зама по внешним связям стоять в зале суда или под камерами рядом с Узуном? Кого он представляет? С кем он коммуницирует? Или внешние связи стали внутренними? И мы просто не заметили, как вертикаль власти поменяла этажи. Вы знаете, вот так получилось, что в жизнь нашего региона, в руководство нашей автономии пришли люди, которые ничего не знают о гагаузах, и им вообще все равно, и это очевидно. Но мы видим везде и всюду, что вот человек, который благодаря Шору приехал к нам из Кишинева, из Аргеева, мы не знаем откуда, вот он сейчас работает в исполнительном комитете. И таких людей немало, и о чем это говорит? То есть вся власть отдана Шору? Конечно, Иксана Федоровна, но я думаю, что сегодня все это видят. И никто это не скрывает, что сегодня... Но никого это не возмущает. И никого не возмущает. Народное собрание Гагаузии под предводительством Дмитрия Константинова работает, это однозначно, не в интересах Гагаузии, а в интересах Шора. Исполнительный комитет Гагаузии Евгения Гуцул и ее заместители работают в интересах Шора, не в интересах Гагаузии. А общественная телекомпания ГРТ, она тоже работает, служит не гагаузскому народу, на чьи деньги она существует, а тоже работает в угоду Шору. Мы сегодня имеем Гагаузию, в которой разные времена были в истории гагаузского народа, в истории нашей автономии. Но такое, наверное, впервые. То есть все структуры власти в Гагаузии и ГРТ, как общественный канал, работают абсолютно не во благо этой автономии. Но мы продолжаем искать врага в Кишиневе. Угу. Подождите. То есть так вот спокойно, свободно пришел сюда Шор с неизвестным ранее никому человеком, которого сделали Башканом. Сейчас вот фортуну раскручивают, да, для чего-то, понятно для чего. В Гагаузии ничего не делается властью автономии для того, чтобы большее внимание уделять языку развития автономии. С Гагаузией никто не хочет разговаривать. Но мы проводим вот такие мероприятия, которые, в общем-то, очень ласкают глаз, ухо жителей автономии, потому что это красиво, это праздник. И вот праздники — это главное, чем, на мой взгляд, подкупают людей. И тут опасность в чем? Ладно, мы не понимали тогда, 2 года назад, мы, я имею в виду жители автономии, не понимали, как мы позволили людям, которых ничего не связывало с Гагаузией, которым вообще не интересна эта автономия, мы им дали власть, но прошло уже 2 года. Не способны мы прозреть? Но я долго думала о том, понимает ли, допустим, Константинов или Илья Узун, что люди в автономии все-таки видят, какие интересы они преследуют. Они преследуют личные интересы. Вы думаете, люди видят? Я думаю, что люди видят, но просто сегодня они тоже получают определенную поддержку, и поэтому люди молчат. Им тоже сейчас хорошо, так же, как хорошо и
Константинову, так же, как хорошо Илье Узун и так далее. Возможно, и Илья Узун, и Дмитрий Константинов сейчас возразят мне и скажут, что нет у нас никаких личных интересов, все, что мы делаем ради нашей Гагаузии. Тогда они должны были быть первыми, кто бы сказал о том, что вот та встреча в Израиле, когда я, Дмитрий Константинов, когда я, Илья Узун, когда я, Михаил Влах, встретились и говорили про Гагаузию, говорили о том, что в Гагаузию поступит огромная финансовая помощь, что эта финансовая помощь позволит семимильными шагами развиваться автономии, появится 7 тысяч рабочих мест. Мне кажется, очень наивно думать, что они в Израиле говорили о Гагаузии. Но они хотят думать, они хотят, чтобы люди думали, что они говорили об этом. Но они хотят, вот они уже 2 года пытаются всех убедить, что они стараются для Гагаузии, но мы... Если бы они старались и думали, и жили бы чаяниями гагаузского народа, они сегодня были бы первыми, которые бы обратились к Шору, у них связь есть, и спросили бы, когда Гагаузия все-таки будет реализовывать те ваши предвыборные обещания, которые вы нам предложили не просто как обещание, вы предложили нам как документ, который был утвержден Народным собранием Гагаузии. Вы думаете, что Константинов еще помнит, что они проголосовали за документ, который называется «Стратегия развития Гагаузии», предложенная Башканом? Он тоже несет ответственность за то, за что проголосовал. Да, Лена Федоровна, но проблема-то в том, что несет ответственность вот так вот, да, для тех людей, кто понимает, знает и обсуждает, и видит, что есть закон, есть требования, то есть принята стратегия. Об этом очень много говорят и Александр Григорьевич Тарнавский, и Михаил Николаевич Железогло, что есть документы, за которыми Народное собрание Гагаузии должно следить. И если стратегия принята, то надо требовать с исполкома. Почему вы эту стратегию не выполняете? Но ведь мы же с вами понимаем... Но требовать должно в первую очередь Народное собрание Гагаузии. Так не будет требовать исполком Народное собрание в лице Константинова. Почему? Потому что Константинов, когда ездил в Израиль к Шору вместе с Узуном и с Влах, они не идею жизни Гагаузии и не развитие Гагаузии обсуждали. Это всем понятно. Потому что 2 года показали, что Гагаузии не было уделено вообще внимания. Все то, что делать. Смотрите, а давайте перечислим, что не выполнено. Или мы переходим с вами к другой политической, может быть, политической и общественной жизни гагаузской автономии, но я хотела бы об этом тоже поговорить. Коль мы заговорили об обещаниях и о стратегии, люди не спрашивают у власти, почему вы не открываете 7 тысяч рабочих мест. Не спрашивают. Никого это не интересует. Где аэропорт? Не спрашивают, никто не хочет взлететь с этого аэропорта, никому он не нужен. Люди не спрашивают, где $1000 или евро, что там обещали, на каждого рожденного ребенка. Не спрашивают люди, которые голосовали, либо не голосовали за эту власть. То есть это Башкан, избранная народом. Мы не голосовали. Вы знаете, посмотрите, как сложилась ситуация в автономии. Получилось так, что как раз-таки некоторые депутаты стали задаваться подобного рода вопросами. И стали их задавать на заседании Народного собрания Гагаузии и стали искать, где же, когда те обещанные реформы произойдут в нашей Гагаузии. Это был и Александр Григорьевич Тарнавский, и Михаил Николаевич Железогло, и другие депутаты, которые даже составили, Александр Григорьевич составил вместе с Михаилом Николаевичем письмо, обращение, вотум недоверия исполнительному комитету. И этот вотум недоверия как раз-таки говорил о том, что все те люди, которые пришли в исполком, они пришли туда не созидать, потому что нет у них тех навыков, которые необходимы и нужны для того, чтобы созидательно вести работу. Они нарушили 10 пунктов законодательства местного действующего за вот эти неполных 2 года своей работы. Лена Федоровна, вы допускаете, что это людям не интересно вообще? Людям, я имею в виду жителям автономии. Потому что если бы этот документ, который написал Александр Григорьевич Тарнавский, он был опубликован у него на странице, он представил это все на заседании Народного собрания, людям не интересно, почему не выполняются обещания, данные 2 года назад. Ну, это печально. Но люди не хотят люди спрашивать, почему ты обещал 7 тысяч рабочих мест и не открываешь. Но люди все говорят, у нас нет рабочих мест. Виноват Кишинев, что не открывает был рабочих предпринят мест. шаг, каждый пенсионер и многие бюджетники стали получать на свои карточки дополнительные финансовые, не на карточки, на телефоны, да, дополнительные финансовые средства, и это заглушило отношение к тому, что происходит сейчас в Гагаузии. Еще об этом, может быть, поговорим, но я хотела бы чуточку, может быть, мы поговорим и про то, что очень обсуждается и обсуждалось в обществе Министерством образования. Чуть об истории вообще, об истории гагаузов и об избирательной памяти.
И почему избирательная память, и почему такая реакция у людей была в обществе на предложение посмотреть фильм «Сибирь на костях», но на румынском языке было школьникам предложено. Давайте об этом тоже поговорим. Вы работаете в школе, рядом с вами учителя, дети, родители, и как это вообще воспринималось, и что вы думаете по этому поводу? Что думаю я по этому поводу? В 12 часов дня я тоже подключилась и посмотрела этот фильм. 8 мая. 8 мая, да. Конечно, для меня два момента, которые я хочу сказать как в минус, а остальные моменты, на мой взгляд, очень даже положительные. Но как минус я бы хотела обозначить то, что предложен был этот фильм для просмотра 8 мая. Я думаю, что можно было выбрать любой другой день и этот фильм посмотреть, и, возможно, тогда меньше вот этого негодования со стороны тех, кто ее выражал, было бы. Это первое. Второе, если этот фильм смотрят дети, которые обучаются в школах с русским языком обучения, неважно где, в Гагаузии или в других регионах нашей страны, то для них, скорее всего, этот фильм нужно было перевести на русский язык. Особенно для детей с 5 по 8 классы. Может быть, 9-классники, 10-классники, 11-классники, 12-классники поняли этот фильм и на румынском языке. Но для детей помладше, конечно, посмотреть фильм, который длится 1,5 часа на румынском языке, они его не поняли. Они его не поняли. Если же касаться сути вот этого фильма, все то, о чем было рассказано в этом фильме, там не было лживой информации там не было совсем. Это были реальные события, которые мне, например, как человек, который работал в музее и знаком изнутри с судьбами людей нашего населенного пункта Авдермы, репрессированными. Я знакома с книгами, и не только я, многие знакомы с книгами Константина Ивановича Курдогла, который рассказывает о репрессированных во всех населенных пунктах нашей автономии, о голоде 46-47 годов. Ну и Тодор Занет писал. То есть, да, и Тодор Занет об этом писал. То есть для тех, кто с этой темой знаком, они могут сказать о том, что перегибов в этом фильме нет. И тех сцен насилия, о которых говорят, тоже нет. Да, там есть какие-то моменты, которые берут за душу того, кто смотрит. Но это и должно быть в такого рода фильмах. А какова цель была? Но вы знаете, я чуть-чуть хочу продолжить вначале свою мысль. Мне кажется, что у нас темы репрессий, темы голода, они включены в учебную программу. Они изучаются как в рамках предмета история, всеобщая история и история румын. Они изучаются в рамках предмета гагаузский язык и литература, в рамках предмета история традиций гагаузского народа. Приведите пример. Примеров много, и их множество. Например, на уроках гагаузской литературы мы знакомимся с произведениями Тодора Занет, которые посвящены темам репрессий и теме голода. Мы знакомимся с произведениями Мина Кёся. Он родился в 1933 году, то есть на момент, допустим, голода 46-47 годов ему было уже 13 лет, и он помнит Но, эти может, там события. нет насильственных сцен там и есть, картин, которые... Об этом говорит Николай Бабогла, об этом говорят и Тодор Мариногло, уроженец нашего села. И там есть иногда такие факты, которые более ужасающие, чем что фильм? мы посмотрели в этом фильме. Но вот реакция воспринимать все-таки все то, что предлагает нынешняя власть, она существует. И мне кажется, даже и то мое замечание, что нужно было показать в другой день, покажи в другой день, и тогда это возмущение, возможно, бы было. Сейчас в предвыборный период можно ожидать все. Но меня удивило то, что... Но называли это переписыванием истории. Переписывания истории там нет. Там вот все те факты, которые имели место быть. Ну, смотрите, понятное дело, что на это была политическая реакция людей, которые популистским образом захотели сакцентировать на этом внимание, и основа же подвести, возможно, правильное, хорошее дело под то, что вот такое негативное сейчас снова на наших детей 5 по 12 классы. Но есть фильм, я недавно делала пост на своей страничке в Фейсбуке на гагаузском языке, который делал Тодор Занет вместе с большой командой людей. Я перечислять всех не буду, но Петр Мойся озвучивает замечательно на гагаузском языке. И этот фильм, в общем-то, тоже можно показать, потому что он об истории гагаузов. 1940 yılda Basarabya toprağına Sovyetler geldiler. Moldavya Sovyet Sosyalist Respublikasını kurdular. Gagauzlara sormayıp onların topraklarını Ukrayna hem Moldavya arasında böldüler. Ukrayna'da Gagauz köylerin adlarını değiştirdiler.
çok çirkin işler getirdi bize Sovyet Birliği. 1940 yılda hepsi köylerden aldılar. İkişer, beşer adam, hangileri hem akıllıydılar, hem zengindiler. Onları aldılar, Sovyet Birliği aldı da yok etti Sibirya'da. Sonra 1941 yılda aldılar yer bir köyden 2-5 aile götürdüler vagonlara, hangilerle taşardılar hayvan. 14 gün yoldaydılar. Yolca vererdiler sadece tuzlu balık, hem vererdiler suda. 1941 yılda Romanya Basarabya'ya döndü. 1944 yılda Sovyetler gene geri döndüler. Sayılır hani bu kurtardı Gagavuzları Rom'un asimilasyasından. Öyle de var. Sonra Sovyet Birliği yaptı bir çirkin iş bizim Gagavuzya'da, yaptı bir ağaçlık. 1946'da 1947. Orada Osman kaybeldi. 30%'ten ziyade bizim insan. Ağaçlıktan Rom'unda yok öldü biri. 46 açan geldi, bir kazan etini vardı adamın, onu da aldılar da öldü, familyası Kutotu. Ağaçlığı zor geçirdik. Zere yoktu yemeğe. Bütün sokak üstüne düşüp de ölürdüler. Как вы думаете, вот этот фильм, ну, в интернете этот зрители, если фильм- интересно, можете найти, посмотреть. В 2012 году он был Александр, я хочу вам сказать о том, что учителя гагаузского языка, история традиции гагаузского народа используют этот фильм, используют фрагменты из этого фильма, просто на уроках своих используют, показывают этот фильм. И дети наши все в школе Я знают. почему о нем говорю, потому что там тоже о репрессиях, о голоде, то есть все, Дети наши в школе очень хорошо осведомлены о темах, о теме репрессий, о теме голода и так далее. То есть это не что-то новое, но это новая форма подачи, потому что здесь в виде такого документального фильма, но с вкраплениями художественных моментов, как художественного фильма, фрагмента художественного Я фильма. задала вопрос, а какую цель преследовало Министерство образования? Ну, Может быть, надо было разъяснить сначала всем, чего, для чего и как и зачем? Как всегда не хватает каких-то разъяснительных таких мероприятий. Может быть, но фильм, ничего плохого в этом фильме я не увидела. Я хочу спросить про линейки, извините. То есть Да. вот Министерство образования своим письмом обязало, получается, да, школы посмотреть вот этот фильм «Сибирь на костях» о репрессиях. Управление культуры Гагаузии обязало всех проводить какие-то линейки. И По единому сценарию, который единому сценарию. направляется в каждое учебное заведение. А как это происходит? Расскажите. Ну, я сама не имею отношения к этому, но знаю, что каждое учебное заведение получает к каждому из этих линеек сценарий, и согласно этого сценария, конечно, могут добавлять что-то свое. Вот каждый понедельник проводятся так называемые патриотические линейки. Так вот, к этим линейкам патриотическим ни у кого претензий не было. Вот к фильму появилось такое огромное количество претензий. Хотя, возможно, я не очень много слышала претензий со стороны из автономии нашей гагаузской. А о чем? Ну вот претензий к просмотру этого фильма. Может быть, я где-то Ну, не это заметила. только политики Может быть, они об этом еще будут говорить, может быть, чуть-чуть запоздало и планируют об этом говорить, не знаю. Но к патриотическим линейкам претензий не было. Хотя, вот, допустим, последняя линейка, О чем на говорят которой... на этих патриотических линейках? Ну, В чем необходимость? темы неплохие, но на эти темы мы говорим всегда. Допустим, ко дню гагаузской письменности была проведена линейка, которая была посвящена Дню гагаузской письменности. В преддверии 9 мая была проведена линейка, которая была посвящена этому празднику 9 мая. Но мне кажется, что те, кто обвиняют кого-то в том, что они смотрят на историю под определенным углом, и здесь тоже есть свой определенный угол, и его я прочувствовала, вот, например, линейка, которая была посвящена 9 мая. То есть люди говорят о том, на этой линейке, в этом сценарии говорится о том, что когда началась война в июне 1941 года, и наша территория оказалась вовлеченной в эту войну. Но для нас, для гагаузов, если мы будем говорить о истории нашего народа,
Эта война началась чуть раньше, не только для гагаузов, но и для молдаван, болгар, которые проживают на территории Бессарабии. Потому что на момент начала Второй мировой войны наша территория входила в состав королевства Румыния. И первый призыв был в румынскую армию, которая тогда выступала на стороне немецкой армии. Получается так, что нам это может нравиться, нам это может не нравиться, но история есть такая, какая она есть. То есть в этой войне жители нашей Бессарабии участвовали в двух войнах, и на стороне, вернее, в двух армиях. И на стороне румынской армии, и на стороне Красной армии. В музее нашего села есть документы, которые подтверждают, что два брата Кашкавал были призваны и участвовали в этой войне. Один на стороне румынской армии, другой на стороне советской армии. Вы представьте себе, что вот война — это всегда трагедия. А тут получается, что еще два брата воюют друг против друга. Но ни один из них, я подчеркну, ни один из них эту войну не начинал. Ни один из них не выбирал, в какой армии он будет воевать. А что вас смутило? Вы стали говорить о линейке, которая меня была смутило посвящена 9 мая. И там присутствует все-таки избирательный подход к истории. Я против избирательного подхода к истории. Все то, что есть и произошло в истории нашего народа, нравится оно нам или нет, оно является нашей историей, и мы должны об этом говорить. Если говорить о переосмыслении, то давайте посмотрим, или даже не переосмысление, а я бы сказала о двойных стандартах восприятия истории. Да? Посмотрите, на 9 мая, ну и мы были свидетелями в очередной раз, 9 мая для кого-то это день скорби, для кого-то это праздник, для кого-то это... Ну, у каждого свое, как многие мои знакомые говорят, у каждого свое отношение, особенно в связи с тем, что рядом с нами 3 года подряд идет война. И любая война — это большая трагедия, это миллионные жертвы тогда, во Второй мировой войне, и это неисчислимо много для войны, которая уже 3 года идет рядом с нами. Всегда можно увидеть массовые мероприятия, посвященные 9 мая в Гагаузии, но на 19 октября, День памяти жертв голода 46-47 годов, с 2019 года принято постановление, закон о том, что этот день является Днем памяти. И мы не видим, это тоже история нашего народа, но мы не видим в Гагаузии вот таких массово организованных мероприятий. Более того, я хочу сказать, что я ни разу с 2019 года, с момента принятия этого закона, я не видела, чтобы Башкан, неважно, бывший либо теперешний, либо спикер Народного собрания Гагаузии, принимали участие в возложении цветов, дань памяти тех, кто вот в 46-47 умерло очень много людей. И почему такое избирательное, как мы говорим, отношение к истории? Как вы думаете? Ну, мы с вами, когда предлагали, вы помните, что нам не удалось с первого раза, не хватило одного голоса. Не хватило, одного голоса, что в 2018 году было принято решение, постановление о том, чтобы 19 октября стало Днем памяти жертв голода. И вы помните, что говорили нам наши коллеги. Они говорили о том, что таким образом мы можем обидеть Россию. Россию, которая приняла, что да, сталинские репрессии были, что эпоха Сталина, она принесла очень много вреда не только тем этим республикам союзным, которые входили в состав Советского Союза, но и самой России. Они признают. И наши коллеги говорили о том, что мы обидим Россию. Мне кажется, что Россия относилась бы к нам, к народу, к гагаузам с большим уважением тогда, когда мы, как народ, показывали, что мы уважаем свою историю, это что наша мы история. чтим память. Это наша история. Мы не можем быть избирательны, мы не можем относиться к истории вот здесь знаю, а там не знаю, здесь помню, а там не помню. Но не можем мы относиться так к своей истории. Но, к сожалению, так происходит. И почему? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Только потому, что мы, как нам тогда сказали, да, мы этим законом, если мы его примем, мы пойдем против России. Но вот прошло уже сколько лет, с 2019 года, ничего Гагаузия против России не сделала. Мы видим, что власти, неважно какие, повторюсь, они не хотят признавать, они игнорируют тот факт,
что о чем писал Тодор Занет, вы уже перечисляли, и Констандогла, и много других исследователей, которые пишут о том, что этот голод унес жизни многих-многих людей. До 1000-1200 человек в некоторых населенных пунктах умерло во время голода. Мне, знаете, нравится, когда-то Тодор Занет высказал такую мысль, что если бы не тот голод, гагаузов сегодня было бы больше 1 миллиона человек. Да. Если бы не вот то истребление практически голода. 30% гагаузов, 30% гагаузов. Но мы не хотим признавать эту страницу, Мы не хотим получается. признавать эту страницу истории нашего что народа. это делает с нами, гагаузами, Елена Федоровна? Но это делает однозначно нас слабее. Слабее как народ. Мы не можем отстаивать те моменты, которые касаются нас, гагаузов, нашей истории. Мы боимся их отстаивать, потому что кого-то мы этим обидим. Мы это очень говорим, плохо. что мы очень сильный, смелый, гордый народ. Да, на словах мы, уважающий себя. возможно, сильные и смелые. Печально? Да. Но это есть. Но это страшно. Это страшно. Когда мы не готовы принять, что это в нашей истории было. Ведь не надо искать виноватых, и тогда мы говорили об этом, когда принимали и предлагали этот закон. Не надо искать виновных и кто в этом виновен. Это не цель. Цель — помнить, рассказывать поколениям, чтобы не допустить повтора подобного. И это была главная цель. Да, страшно. Значит, мы очень слабые. Мы не хотим отстаивать право знать свою историю. И с нами могут делать тогда, что хотят. Что мы и видим сегодня. Именно это. А что мы видим сегодня? А что мы видим сегодня? Вопрос. Что мы видим сегодня? Давайте я сегодня чуточку поговорим, у нас есть еще 5 минут. А что мы видим сегодня в жизни Гагаузии? Да. Я, наверное, повторюсь, но скажу о том, что сегодня мы видим то, что власти Гагаузии не работают в интересах Гагаузии. И это самое страшное, что могло прийти и свалиться на голову нашей автономии. Вы как-то приводили цитату Русева. Угу. Мы можем попросить режиссера, если можно, выдать на экран Василий Русев. Замечательную мысль, как нам с вами показалось. Да? 30 лет выбираем, а Башкана все нет и нет. Как вы это понимаете? Глубокая философская мысль. Да. То есть башканы сменяют друг друга. Угу. Каждые 4 года мы выбираем. У нас как будто бы есть башкан, но все те вопросы, которые касаются нас, гагаузов, как народа, они почему-то остаются на второй план. На первый план выходит та самая политика, которую хотят видеть жители нашей автономии в приоритете. И перечеркивается все то, что связано с нами как с народом. И к чему мы можем дойти? Вот, если, смотрите, мысль-то, выбираем 30 лет, а Башкана нет и нет. Фёна, вы То есть сами высказывали Башкан — это очень глава. хорошую мысль как-то. Вы вспомните, пожалуйста, ее. Вы говорили по поводу того, когда мы были с вами депутатами Народного собрания Гагаузии, и мы пытались продвигать один закон, второй, третий. Это нам стоило больших трудов. И вы тогда про Башкана сказали вот очень точную мысль. Вспомните ее по поводу того, что достаточно, чтобы в автономии появился... Так мы говорили о том, почему так тяжело все дается этой автономии. Столько всего можно полезного делать. Александр Григорьевич предлагал много разных законодательных инициатив. Мы их обсуждали. И мы понимали, что основное это надо гагаузский язык как-то закрепить так, чтобы это было вот железобетонно для жизни гагаузской автономии. И тогда в ходе обсуждений, по-моему, эту мысль я сказала, что можно избирать бесконечно очень хороших депутатов, очень правильно действующих, конкретно действующих, эффективно работающих. Но достаточно для Гагаузии со всеми теми проблемами, и в первую очередь мы говорили о языке, избрать башкана, одного человека, который точно знает, понимает и готов сам быть примером, говорить на этом языке, собрать вокруг себя не тех, кого кто-то тебе в Петербурге избрал и назначил, или там, я не знаю, где эта комиссия была, а достаточно одного человека, который всецело готов поработать на развитие Гагаузии. И обязательно, чтобы это был гагауз по духу, по
национальности, чтобы он понимал, для чего все-таки важно гагаузский язык сделать главным, стержневым в жизни гагаузской автономии. И тогда все стало бы на свои места. Все стало С вами сложно не согласиться. И, к сожалению, в нашей автономии, и не только в последнее время, но, наверное, все эти 30 лет вверх брали другие качества. У нас есть пример людей, которые могут, и мы видели их эффективность в работе, но почему-то за них люди не стоят горой. Почему-то их можно, вот сейчас, в этом месяце исполняется ровно год с тех пор, как с поста заместителя председателя Народного собрания Гагаузии был снят Александр Тарнавский. Но он был уже восстановлен. Вместе с ним ушел и Михаил Николаевич Железогло. Два человека, которые, на мой взгляд, могли и делали очень многое для того, чтобы Гагаузия становилась крепче. В Александру Григорьевичу принадлежат законы, которые были уникальными не только для нашего региона, но и в целом для нашей страны. Это и закон о контрибуциях, это и закон о капитальных вложениях, которые вы написали вместе с ним. Но я просто хочу, чтобы мы эту мысль продолжили. Тогда, когда был написан закон о капитальных инвестициях, посмотрите, какое движение, какой импульс развития появился во всех населенных пунктах нашей автономии. Но примары были против, помните, да? Но примары были против. Тогда исполнительный комитет в лице Башкана Ирины Влах настроили всех примаров, что, в общем-то, точно так же, как настраивали всех директоров школ выступать против закона о расширении сферы применения гагаузского и о гагаузском языке, и против, еще лучше, в кавычках лучше, против закона выступали директора школ, против закона о питании детей в школах. А сегодня вся Молдова обеспечивает питанием детей, правда не всех, а в Гагаузии с 5 по 12 класса все дети, тогда были директора против. И нам с вами было сложно это объяснить. Но сегодня, благо, закон работает. Так вот, не хватает в жизни автономии вот этого разумного отношения, в первую очередь, людей, которые наделяют политика властью. Да. Если бы люди понимали, ведь сегодня уже все забыли, что директора были против закона о питании детей, потому что все получают это питание, и мы уверены, что всем от этого стало только лучше. Но посмотрите, все эти законы, которые предлагали тогда они работают именно на Гагаузию и на улучшение жизни всех слоев населения в автономии. Закон, освещенный населенный пункт, позволил осветить все населенные пункты Гагаузии, но против были примары. Закон о питании детей, против были директора. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка, против были все. То есть получается, что те законы, которые действительно... Но они были против не по своей воле, Лена Федоровна. Я и тогда это чувствовала, и мы с вами это знаем. Эти директора были не по своей воле против. Они понимали, что это даст только положительный элемент в жизни школьников. Да? Они будут сыты, следовательно, дети будут здоровее. Но руководство их в лице начальника управления, в лице Башкана, исполкома говорило, что надо выступить против. Я к какой мысли хочу это свести? Ведь то, что сейчас делается в автономии, вернее, то, что не делается, вы так красиво начали эту дискуссию, да? Что делается, что не делается, что делалось по поводу гагаузского языка праздника или не делалось, скорее всего. Так вот, все, что не делается сегодня, и все, что делается, это все не на пользу гагаузской автономии. Потому что людям надо понять, что надо сказать власти: подождите, мы рискуем потерять автономию, если вы будете ее и дальше использовать вот так, как вы сейчас ее используете. А то, что власть использует, это очевидно, потому что, смотрите, вот эти 400 леев, уже 400, но было 700, за отопительный сезон, которые должны были получить люди, ведь их не получили, но люди не требовали от Башкана. Потребовал 1, 2, 3 депутата Народного собрания Гагаузии. Но люди не требовали. Сейчас наших жителей автономии поставили в такое положение, что первоначально ШОР стал по вот этим вот предлагать 2000 лев, или я не знаю там сколько ПСБ банк дает возможность им получать эти деньги. Теперь, когда люди стали получать приглашения или же встречаться с полицией для того, чтобы оформить протоколы, люди обеспокоены тем, что они не нарушали закон. Им никто не говорил, что это нарушение закона, так говорят очень многие люди. И что предлагают власти? Власти предлагают игнорировать
Кстати, у нас я не есть знаю, мнение, есть у нас да. мнение, Мне кажется, может, что это- есть мнение, да, Григория Узун по этому поводу, человека, который вышел во второй тур вместе с Евгением Гуцул на башканских выборах 2000. Он говорил как раз об этом. Да, он говорил как раз об этом. Если можно, дайте это мнение Григория Узун, которого не было 2 года в Гагаузии, но сейчас он Он, появился. возможно, был в Гагаузии, но его не было в политической жизни, Да, и и в общественной жизни, в Да, публичной мы его не жизни. видели. Да. Недавно начали штрафовать людей Да. за то, что они получают там что-то там на карточке ПСБ и так далее. Людям плохо становится. Это в основном, это практически все пенсионеры, которые получают эти штрафы сегодня. Что говорят товарищи, представители нашего исполкома, там, Блока Победа и так далее? Не берите никакие протокола, не расписывайтесь ни в чем и так далее. Хотя, насколько мне известно, если человек приходит в полицию там и сотрудничает со следствием, так сказать, объясняет, кто привел, кто сдал эти деньги, каким образом они поступили на этот телефон, то люди штраф не получают, если сотрудничают со следствием. Здесь же что делать? Не ходите, не берите, просто вам потом придет по почте. Понимаете? Получат по почте, плюс придет судебный исполнитель, он накрутит еще 20-25% своих, и будет уже не 25-37 тысяч, а будет, соответственно, на 20-25% больше. То есть они этих людей еще и загоняют в еще большие долги, вы понимаете? С тем призывом, чтобы они не брали, так сказать, и не расписывались в этих протоколах. То есть вы советуете все-таки... А теперь давайте зададимся вопросом, а почему они так делают? Чтобы не сдали. О! Потому что они себя же и прикрывают. Потому что если человек пойдет сотрудничать, ему надо будет сказать фамилию, кто его привел в эту систему. Конечно. А соответственно, потом на того человека могут возбудить уголовное дело. Он, понимая, что на него возбудят, он лучше сделает как? Давайте их призовем, пусть не получают. Просто потом по почте получат люди, вот и все. Ну да. И это будет просто кошмар. Это неподъемные суммы для наших пенсионеров. 25 тысяч, это же гигантская сумма просто. И опять они думают только о себе и ни в коем случае не думают о этих бедных людях. Ну, Ксения Федоровна, мне хочется сказать о том, что вот вся та ситуация, в которой сегодня оказались наши пенсионеры и некоторые бюджетники, вся эта ситуация напрямую связана с Дмитрием Константиновым и с Евгенией Гуцул. Возможно, Евгения Гуцул и не знала, что существует какая-то законодательная основа заключения таких соглашений, и что это соглашение должно быть рассмотрено и одобрено Министерством иностранных дел Молдовы. Вы говорите о соглашении, которое не в да, Москве да, но оттуда все началось. И если бы все эти меры, законодательные шаги были бы что сделаны, притворены в жизнь, то, скорее всего, этой ситуации бы не было. Но подвели людей к этой ситуации вот эти люди, Но за Григорий которыми... Узун четко сказал, и нельзя с ним не согласиться. Они думают только о себе, когда предлагают людям игнорировать полицию, Это нужно понять не принимать жителям протоколы. нашей автономии. Жителям автономии кажется, что все-таки эти люди думают о них. Но пусть это будет... Жители убеждены, что Ну и да. Константинов, и Гуцул, и Шор, в общем-то, все время думают о народе. А Мажу сегодня они в бутерброд и стороне. думаю, как там народ. Прям Сегодня как у они в Филатова. стороне. Сегодня они не берут на себя ответственность за вот эту ситуацию, которая сложилась в автономии. К чему это приводит? Вот к какой мысли? Например, меня к одной мысли, что мы, гагаузы, или люди других национальностей, которые живут на территории автономии, мы очень внимательно должны относиться к выборам, которые проходят на территории нашей автономии маленькой, и к выборам Башкана, и к выборам депутатов Народного собрания Гагаузии, потому что от них зависит наше завтра. Если бы мы не допустили этих людей к власти у нас в автономии, сегодня этого не было бы. Но каждый, кто шел и голосовал, он вложил, возможно, верили. Но если мы видим, что куда-то заходит не туда, мы, наверное, должны встать и говорить об этом. Ну, вы знаете, радует то, что в последнее время больше людей об этом говорят и пытаются, я убеждена, помочь нашим жителям автономии понять, что Шор не надо строить, не надо создавать из него какого-то идола, как говорила Иванна Кёксал у наших коллег на ЛАФ-МД. Кто человек, который не гагауз, у которого никаких связей никогда с Гагаузией не было, которому не интересна Гагаузия априори. Почему мы наделили такими надеждами себя
и верим в то, что Шор может создать ту мечту, которую он вам нарисовал. Там 3 дизайнера или 2 дизайнера, или вообще 1 дизайнер сел и создал какую-то картинку, проект, которую вам на выборах 2 года назад представили, как вот такой будет вся Гагаузия. Но она сегодня мало того, что не такая. Гагаузия стала еще беднее, потому что Гагаузия сегодня изолирована. Никто из международных организаций, послы ни одной страны не хотят говорить и не говорили с властью все 2 года. И не будут. И поэтому у них на Хейдерлезе появилась Фортуна. То есть человек, их команда, которую надо продвигать Шору. Потому что нет людей, которые хотят иметь дело. В нашей с вами студии был посол Японии, который сказал, что для нас, для послов, Шор — это представители криминального представитель мира, а мы не хотим криминального иметь. мира, а И мы так не думают хотим. все представители дипломатических миссий Только в так Молдове. не думают пока жители автономии. Так думает и Турция, которая тоже приостановила и не реализует на территории нашей автономии никаких проектов. Но так не думают наши люди. Может быть, мы здесь, сейчас эти мысли тоже адресуем в первую очередь жителям Гагаузской автономии. Hadi bakalım, insanın lafın ardında Не дурер. ne durur? Ne var? Onun lafı niye geçer? Ne fayda verdi? Ne zarar getirdi? Ne kadar iyileşti bizim yaşamamız? Bu 2 Ne yılın söyleye içinde. bu insanlar? Var mı fayda onların laflarından, işlerinden? Nice biz Gagauzlar bunu anlamıyoruz. Her sıra ben küçüklüğümden bileyim hani dede yürü derdi. Bir yere çıkıyorsun, bak ne adam, ne soruyor, ne söyler. Ну давайте чуть раскроем Шоры и посмотрим на Шора по-другому. Люди, мы призываем, давайте анализировать, потому что жизнь Гагаузской автономии в руках, в первую очередь, тех людей, которые проживают в автономии. И люди, которых мы наделяем какими-то должностями через избрание, вот это люди, которые потом делают то, что сделали за 2 года с Гагаузией люди, которые получили доверие жителей автономии. Это так мы завершаем нашу беседу, Лена Федоровна. Мы говорили о том, чем живет Гагаузия сегодня. Это были наши мысли. Это были наши мысли. И, в общем-то, у каждого человека есть свои мысли. Мы тут просто поделились своими мыслями, раскрыли завесу для того, чтобы зрители Гагаузмедиа услышали, что мы думаем о том, что происходит в Гагаузской автономии. Это была программа «Проект Единомышленники» Елена Карамид И Екатерина Жекова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.